55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Выбор профессии – это выбор жизненного пути. В этом смысле Николай Егорович прошел большую дорогу, полную опыта и свершений, совершая ежедневный вклад в работу энергосистемы родной Якутии. Нас с 8 классов прямо готовили как технических работников, именно инженеров. Тогда была очень сильная профориентация. И каждым учеником разговаривали индивидуально. Ну вот я хотел, чтобы врачом я хотел идти. А Михаил Андреевич мне посоветовал идти по техническому. И, видимо, наверное, повлияло то, что когда я в 4 классе учился, у нас классовод была Мария Никентьевна Болтокова. Она нам рассказала про Мирный. И его мне запомнилось, да, там будут строиться ГЭС, и Мирный будет городок такой, в смысле, под куполом. Понимаете? И там будет круглый год лето. Я вот думал, да. И как оно будет отопляться, будет электроэнергия, да. И, ну, и у меня вот такое осталось. Может быть, и это повлияло, и, может быть, вот повлиял Михаил Андреевич. После окончания физико-математической школы в Красноярск поехал и поступил на Политехнический институт, энергетический факультет по специальности электроразведение промышленных предприятий. После окончания института я вот поступил сюда электромонтером в 1978 году. И вот, начиная с 1978 года, сперва работал электромонтером, мастером, потом начальником энергосбыта, потом 4 года работал директором Верхнеудинстрахозэнерго. Николай Егорович на протяжении многих лет успешно справляется с возложенной на него задачей по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Верхневилюйского района, в полной мере осознавая высокую степень социальной ответственности, лежащей на нем и его коллективе. Нашему энергорайону особенность в том, что уникальность, наверное, скажем, такая ситуация, что 110 киловольт только одна линия. Когда уходит 110-ка, второй резервной линии нету. Поэтому ремонтный период, март-апрель, за эти 2 месяца мы должны эти односепные линии отремонтировать очень хорошо и очень капитально, чтобы она не уходила в зимнее время. Поэтому работаем таким образом на совесть. Трудностей, конечно, много. Это бездорожье, которые зимой снеги, весной и летом это болото. Мы не проезжаем. Поэтому многие места мы проходим, особенно по воздушным линиям 35. Они линия такая глубокого вода, уходят далекие на снега, которые нет дорог. В этом случае ребята идут пешком. Если аварийная ситуация, то все аварийные запасы, все инструменты, все снаряжения, защитные средства, они берут себе на плечо. И вот они идут. Там есть места, которые даже вездеходная техника не пройдет. Работники Верхневилюйского РЭС стояли у истоков электрификации самых труднодоступных участков, в прямом смысле неся свет жителям района. Ну, я помню, вот когда до 80-го года у нас питание электроэнергии шло через линии 35 киловольт с Нюрбы, которые построили еще в 50-х годах. Опоры были очень старые, и напряжения очень не хватало. Вообще ранее запрещали дополнительные такие, как электронагреватели включать, такие мощные. Вообще запрещали. Напряжение совсем слабое было. Ну, в 80-м году, когда подключили линии 110 киловольт до Верхневилюйска и Вилюйска, вот тогда было напряжение. Нормальное такое, светлое, да. Вот этот день я помню хорошо, потому что подключение этих линий мы занимались, я там участвовал. Со всех республик приехали бригады, мы тоже своя отдельная бригада была, и мы весной это 110-ку мы подключили. И так радовались, что опоры такие устойчивые, да. Для молодого поколения энергетиков бесценным примером становится любовь и служение своему делу, делу их отцов и старших товарищей, под чьим чутким руководством взращиваются достойные преемники. Как Конфуций сказал, если свою профессию любите, то всю жизнь, значит, не работаете. И меня вот дочка всегда повторяет: папа, ты свою работу любишь, вот и идешь как на праздник, значит, ты не работаешь.